Пибота, здравствуйте. Привет. Как ваши дела? Нормально все. Только на днях вы вернулись с гастролей из Китая. Как ваши ощущения с Китая? Ощущения хорошие, очень было так интересно. Концерты прошли очень-очень хорошо, много было людей. Оказывается, и там очень много поклонников группы, и встретили очень тепло, даже с аэропорта. Именно в Урумчи были. В Урумчи была первый раз, и ну так, нормально. Немного, конечно, непривычно было, к запахам именно, да, реакция к самим людям, то, что люди там другие немного, а так было всего классно. Вы там провели полмесяца, насколько мы знаем, 2 недели, 10 да? дней, да. Да. Может, были какие-нибудь интересные случаи? Интересные случаи. Так, ну, было много интересных случаев. Нас повезли в Жайляо отдыхать. Мы спали 2 дня в юрте. Далеко от цивилизации, да, можно сказать. Воды нету, света нету, интернета нету. Самое ужасное было то, что в Китае нету интернета. Там должны были скачать определенную программу, VPN называется. А у меня iPhone, и сложно было скачать, потому что я забыла свой ID, пароль. И вот без Инстаграма, вообще без связи, ни с кем не могла связаться. И, короче, без интернета 10 дней это было ужасно. Вот. И еще одна интересная история, это было, когда мы ехали на концерт в другой город после Урумчи, а после концерта, наоборот, едем в Урумчи, и ехали по короткой дороге, она проходила через горы. Вот, проезжали по горам, там ехали, там были кочки, мы там шатались, и у нас лопнуло колесо. Как в Астане, это второй раз, я называю это кармой 91. Что все время, не знаю, неожиданно. Мы еще прикалывались, вот прикол, сейчас лопнет колесо. И лопнуло колесо. Мы очень далеко были от города, и там машина приехала, которая за нами ехала через час где-то, и поехала в другой город, привезла колесо, вот поменяли все, и Аман и Син добрались до Урумчи. Ну, это было прикольно, то, что вот история, то, что повторяется. Там еще было холодно, и там волки и все такое. Голоса, это было страшновато чуть-чуть.